малочисленных народов выносятся поправки. Особенно остро идет вопрос земли. Ведь самое удивительное, они даже внесли поправку такую. Но олени не могут же без пастбища, верно? Значит, это пастбище, это и мы доказали в законе, они живут там давно. Это их исконные земли. И что приняли? Что коренные народы вот эти пастбища должны платить аренду. С чего они должны платить-то? И теперь территории, вот только недавно, пару недель, мне показывает документ, отправил сюда Трутнев протокол заседания у него, в котором он пунктом пишет определить территории малочисленных народов, которые можно отдать по реализации закона 1 га. Бесплатно. Да, и при том, для чего? Он не пишет. Бесплатно. А им пользоваться аренда надо. Ну мы что строим? Мы же с вами строим олигархический капитализм. Где можно за 2-3 года стать миллиардером? Только в Сибири и на севере. Копая богатство. Коренные народы мешают. Потому что если соблюдать их закон, то, понятно, значит, требования экологии и так далее, это их не устраивает. Поэтому сейчас там вопрос такой, второй пункт еще написано вот в этом протоколе, определить тоже земли, значит, в землях далее 20 километров от поселка. Видите как? И то, что гласит Конституция, 69 статья малочисленных народов, в котором даже говорится о том, что все законы международные по коренным народам должны соблюдаться. А поскольку Россия не подписала, идет вот такая штука сегодня. Сегодня очень сложно не только малочисленных народов. Вопрос земли самый острый сегодня. Первый вопрос, с которым я столкнулась, и 10 лет я воевала. Это, значит, Ортонахарский поселок, Ленске, где живет моя сестра. С малых лет, она старше меня 13 лет, она там работает, вышла замуж, и детей 6. Ну вот я все время ездила к ним. Их знаю хорошо. И лес знаю, там все. И там же Сургутнефтегаз добывает нефть и золото. То есть газ. И в итоге, что решили, мы принимали закон в местном самоуправлении. Территории определили, главной мере мы отстояли, в многих сельских районах. Та же территория остается, что было при Совете в советское время. Но только 5 регионах, это в начале, их расширили, в промышленных районах территорию местного самоуправления определили поселковой. Поселковая. А что это означает? В черте поселка у них нет ни сенокосных уходий, нет пастбища, ничего нет. И в итоге Ортонахара, которая имела раньше, жило 1500 человек, имела 400 тысяч с лишним коров, около 1000 лошадок. Сейчас там осталось население где-то 600-500. Коров и лошадей, конечно, также сократилось. И они, земли до сих пор не могут свою определить границу. По тому закону поселковый. Но мы что сделали? Тогда был председатель там, он мне звонит, но глава не председатель, помогите нам передать в Конституционный суд.
Мы передали Конституционный суд и выиграли право иметь свою территорию, сельское население для проведения традиционного производства. До сих пор решение Конституционного суда наше правительство не выполняет. Причем я несколько раз, потом я же ведь работала и третий Илтумен, и четвертый созыв. Все время я вытаскивала этот вопрос, парламент не поддерживал. Потому что Единая Россия не поддерживала, сверху было такое. Теперь дальше. Значит, вдруг выносит решение, население согласилось. Прошел сход, решение есть, подписи есть, все, вот мне отдали. Я говорю, знаете, я даже ничего не сказала. Поехала туда, собрала сельский сход и раздала вот это решение. Значит, то, что вот их подписи, и сказала, друзья мои, внимательно посмотрите, ваши ли подписи там. Я не была уверена, но у меня в душе было, наверное, там не могли они изменить свою точку зрения. Ну и вот, слушайте, в одном, это в двух поселках они, называется Ортонахарская, наслед, там входит Ортонахара и Ченда. Ну вот там посмотрели, 60, около 70% было сфальсифицировано. А было как? Зять у нас оттуда приехал, я ему говорю, слушай, ты что, говорю, совсем что ли? Почему ты подписал-то? Что вы соглашаетесь, там 400 говорили, сколько оставляли для них. А он говорит, давайте-ка покажу. Смотрел, говорит, это не моя подпись. Ни сестер, ни братьев, это не наша. Тогда я решила поехать туда. Сход, все эти документы я раздала и говорю, посмотрите. Кроме того, если не ваша подпись, пишите заявление на имя Госагресова, номер паспорта, печать. Ну и так мы уехали. Уехали туда. И, значит, через какое-то время проверенное отправляют. Большинство подтвердили, или у всех есть подпись о том, что подделан этот согласие. Тогда все остановило. Я отправила в прокуратуру Ленска о том, что фальсификация идет вот таким образом. И здесь в правительстве я сдала, Илтумен я сдала. И до сих пор прокуратура вообще закрыта. Илтумен тоже таким же образом. И решение не приняли, 4-й созыв. Я больше не стала депутатом. Теперь дальше, там продолжают, что нам верните землю, границы определить надо. Ну и дальше что? Пытаются они сделать созыв, там не соглашаются, то есть вот с тем, что потом они предлагали половину, значит, 12 тысяч, вот предлагали. Ну и последний раз уже опять согласие, опять такой документ, я не могу уже туда поехать, уже проверять, у меня прав нету. И, значит, решение выходит, не поддерживает 4-й созыв. В 5-м созыве я все-таки, депутаты подняли этот вопрос и впервые поддержали ортонахарцев. Приняли решение по решению Конституции вернуть им земли. Я радостная пишу письмо Егору Афанасьевичу, руководителям, что вот так Илтумен решил, помогите коренным жителям вернуть их земли.
вето. Наложил вето на земли коренных народов. И до сих пор Илтумен не принял решение, как будет вести себя 6-й созыв, я не знаю. Если действительно они вето утвердят, то после этого будут поступать со всеми таким же образом, как принято решение. По нему будут забирать земли. Но я очень надеюсь, что Илтумен 6-го созыва все-таки должен понимать. Я же ведь не говорила о том, что земли отбирать надо. Там же уже земли взяли, там добывают нефть и газ. А задача какая была? Вернуть им земли и сажаться за один стол с этими промышленниками. Потому что то, что мы приняли в Второй Госдуме, о том, что когда дается лицензия, там обязательно должна быть подпись, разрешение наше, и пишется, что они должны заключить соглашение по оказанию помощи и предоставлению денег. Мы, когда бы это решение сделал Илтумен, посадили бы за стол переговоров и не бы относились сейчас промышленные предприятия. Лицензии не сказано, что там сказано поддерживать только, да? А по закону нет. Поэтому они просто бросают нам как благотворительность кому-то, вот захочется там немного что-то дать. А по закону требовать сегодня не могут. Видите как? И поэтому решение вот должны утвердить вето главы Илдархана Илтуменом. Если окончательно решает, то решать будут это дело так же, как Ортанахры. Земли нам не видать. А это решение положительное пугает, что они хотят вот нарушить, видите, федеральный закон, который лицензию дал, и они мешают им работать и так далее.